Маршал Душугмахкой. Время новостей на канале Чеченской демократической партии и о самых важных событиях уходящей недели. Германия. В субботу немцы оплакивали как жертв, так и свое пошатнувшееся чувство безопасности после того, как саудовский врач намеренно въехал на рождественскую ярмарку, полную праздничных покупателей, в результате чего погибли по меньшей мере 5 человек, включая маленького ребенка, и не менее 200 получили ранения. Власти арестовали 50-летнего мужчину на месте нападения в Магдебурге в пятницу вечером и взяли его под стражу для допроса. Он прожил в Германии почти 2 десятилетия, занимаясь медицинской практикой в Бернбурге, примерно в 40 километрах к югу от Магдебурга, сообщили официальные лица. Губернатор соседней земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелов сообщил журналистам, что число погибших возросло с 2 до 5, а общее число раненых превысило 200 человек. Украина больше не допустит транзит российского газа через свою территорию после конца текущего года, заявил Владимир Зеленский в четверг после встречи с лидерами Евросоюза в Брюсселе. Запрет, добавил он, будет распространяться на любые потоки газа, поступающие из России, чтобы избежать риска продажи российского газа в Европу под видом газа, произведенного в Азербайджане. Утром 17 декабря 2024 года в Москве произошло смертельное нападение на российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Кириллов был командующим войсками радиационной, химической и биологической защиты России. Нападение произошло около 6 утра перед домом Кириллова на Рязанском проспекте в Москве. По данным Следственного комитета России, взрывное устройство было размещено в электросамокате, стоявшем перед входом в жилой дом. Устройство было приведено в действие дистанционно, когда Кириллов и его помощник выходили из дома. За день до нападения Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Кириллова, обвинив его в приказе применять запрещенное химическое оружие против украинских солдат. После нападения анонимный сотрудник СПУ взял на себя ответственность за это действие. Однако со стороны Украины поступили противоречивые заявления, в то время как источники в службах безопасности взяли на себя ответственность за нападение. Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, отрицал причастность Киева к этому. Он заявил, что Украина не использует террористические методы. Гражданский самолет рейсом Баку-Грозный, вынужденный экстренно изменить изначальный маршрут и запросивший резко по предварительным данным срочную посадку в ближайшем регионе, разбился в казахстанском Актау. По актуальным данным, доходящих до нас из разных СМИ, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, 6 Казахстана и 3 Кыргызстана. Предварительно 25 пассажиров выжили, все в тяжелом состоянии. Первые сообщения о том, что самолет, летевший из Баку в Грозный, запросил экстренную посадку в Актау, появились в 11:20. По данным пресс-службы аэропорта Грозного, причиной изменения маршрута стал густой туман. Надеемся, что реальные причины изменения маршрута, если они вообще имеют место быть, станут нам скоро известны. Самолет сначала был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау. Всем родственникам погибших и выжившим мы, как чеченская сторона, выражаем свои искренние соболезнования. Огромная потеря и горе для всех нас. На этом я завершаю сегодняшний выпуск. До следующей встречи.